Добрый вечер. А теперь о главном. 10 дней назад Жогорку Кеңеш принял в первом чтении закон о внесении изменений в закон о защите здоровья граждан от последствий потребления табака и воздействия окружающего табачного дыма или аэрозоля. Казалось бы, кыргызские законодатели поддержали общемировую тенденцию по сокращению табакокурения вплоть до его полного запрета. Однако в средствах массовой информации появляется все больше материалов, что этот закон принят поспешно, и его надо отправить на доработку, потому что якобы были нарушены процедуры при его общественном обсуждении, что из-за его принятия понесет убытки бизнес, а это при нынешней экономической ситуации недопустимо, что вообще запретительными мерами проблему не решить и так далее. Проводятся круглые столы, на которых выступают бизнесмены, которые вдоль и поперек критикуют закон и находят в нем не просто недостатки, но и чуть ли не злой умысел, мол, авторы законопроекта и их сторонники подрывают экономику страны. Весной я был в Бухаресте и взял там интервью у принцессы Иордании Дины Майрет, которая простыми словами объяснила, в чем главный вред табачных компаний и их продукта. The tobacco industry is a profit-making Табачные компании – это индустрия, извлекающая прибыль. Это нормально. Но проблема в том, что они делают деньги за счет нашего с вами здоровья. Они видят в каждом жителе планеты доллары, а в жителях развивающихся стран – доллары, которые можно легче извлекать. Но главное, они продают продукт, который убивает. Вот почему мы против них. That's why we are against them. От табака нет совершенно никакой пользы для человека, но пользу извлекает бизнес, который паразитирует на вредных привычках людей. В этой сфере крутятся огромные деньги, и табачные компании имеют возможность проводить дорогостоящие акции, подкупать парламентариев или других влиятельных лиц в любой стране мира, внушая населению какие-то безобидные вещи, которые помогают им делать деньги. В цивилизованном мире уровень образования и самосознания населения в последнее время все растут, и граждане этих стран все больше отказываются от табакокурения. Поэтому табачные компании уже давно обратили свой взор на развивающиеся страны, для которых решающими оказываются не знание о вреде табака или табакокурения, а красивые упаковки сигарет и все подобное, что действительно привлекает внимание. Из-за сокращения потребления сигарет табачные компании придумали и начали выпускать электронные сигареты и даже сопровождают их лозунгами типа «откажемся от табачного дыма» или приводят данные, что вейпинг, курение электронных сигарет, способствует отказу от курения сигарет обычных и является как бы промежуточным звеном. Красивые формы электронных сигарет тоже привлекают молодежь. На самом деле в жидкости для заправки электронных сигарет гораздо легче добавлять вещества, которые способствуют привыканию и развивают зависимость от них. И так как в развивающихся странах после короткого периода моды на электронные сигареты в последнее время их распространение падает, табачные компании вновь распространяют свою деятельность на страны развивающиеся, где им легче добиваться своих целей. Для отрезвления сторонников и защитников курения приходится в который раз приводить достаточно известные цифры. В Кыргызстане из-за болезней, вызываемых потреблением табака, умирает до 6 тысяч человек 30 лет и старше. Для сравнения, от дорожно-транспортных происшествий умирает около 1000 человек в год. То есть табак уносит в 6 раз больше жизней, чем ДТП, которые нас всегда возмущают. 22% смертей среди мужчин и 5% среди женщин, умирающих в возрасте старше 30 лет, прощаются с жизнью по причине курения. 40% мужчин, умерших от раковых болезней, умирают из-за табакокурения. Экономические траты государства и населения, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вызванными курением, составляют более 10 миллиардов сомов в год. О какой поддержке такого бизнеса можно вообще говорить? Те, кто выступает против нового закона, выступают за смерть. Это была программа «О главном». Ее вел я, Наран Аиб. Всего вам хорошего и до свидания.